Это итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях пятницы. 13 августа вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах объявлен в Якутии. Обстановка с лесными пожарами теперь входит в полномочия федерального правительства. Жизнь постепенно возвращается в сгоревший микрорайон села Беськёль горного района. Расскажем, как идет расчистка территории. Смог, окутавший столицу, сковал движение самолетов и водного транспорта. Жители районов и города Якутска задыхаются от дыма. Как обезопасить себя и своих близких? Растет число новых заражений коронавирусом, ежедневно выявляемых в регионе. С понедельника тех, кто игнорирует вакцинацию, начнут отстранять от работы. Благодаря их работе любимые теле- и радиопередачи доступны практически всему населению республики. РТРС отмечает сегодня 20-летие. Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера в лесах объявлен в Якутии. Об этом после оперативного совещания с руководителем МЧС России Евгением Зиничевым сообщил глава региона Айсен Николаев во время брифинга. Напомню, ранее в Якутии действовал режим ЧС регионального характера, введенный главой. Режиму межрегиональной чрезвычайной ситуации относится к полномочиям федерального правительства. Это позволит быстрее привлекать в республику силы и средства на борьбу с лесными пожарами из других регионов, упростит процедуру выделения средств из федерального бюджета. По представлению Рослесхоза при поддержке глав Республики Саха-Якутия и Иркутской области Зиничев Евгений Николаевич принял решение ввести режим межрегиональной ЧС в лесах, межрегиональной на территории Республики Саха-Якутия и Иркутской области. Это дает сегодня возможность более свободного маневрирования силами федерального резерва и дает более оперативное решение вопросов федерального финансирования борьбы с лесными пожарами. Вместе с тем хочу сказать, что уже где-то более недели мы и живем в таком режиме, когда практически вся федеральная группировка, федеральный резерв по лесоохране уже переброшен или перебрасывается на территорию республики. И в последние дни уже по прямому поручению президента на территорию Якутии перебрасывается значительная уже группа сил Министерства по чрезвычайным ситуациям. Так, уже 200 спасателей находятся на территории республики. Прибыло еще дополнительно 2 самолета Би-200 сегодня в Мирной. И сегодня уже на территории республики, уже вот сейчас из Нерюнгеля взлетели, это вертолет Ми-26 из Хабаровского авиаотряда, который сюда идет, и Ми-8, который идет сюда с Амурской области. Всего на сегодняшний день в Якутии действует 171 лесной пожар на площади почти 4 миллиона гектаров. Тушат 62 пожара, локализовано 8, ликвидировано 18 и обнаружен 21 новый очаг. На особом контроле находятся 14 населенных пунктов. Более 800 человек тушат пожары в Намском районе, из них порядка 300 в Тастахском наследии. Там полыхают 2 очага на общей площади 540 гектаров. Один находится в 10 километрах от села Тастах. С южной стороны по восточной кромке до речки Чакыя проложена минполоса, ведут встречный пал. Юго-западная кромка второго пожара в 5 километрах от населенного пункта. На месте работает оперативный штаб. Оба пожара удается сдерживать. Тушат огонь 48 спасателей из Федерального резерва. В целом обстановка по Тастахскому наследию стабильная. Все силы и средства работают координированно. Об этом сообщает глава Улуса. Стоят работают 3 пожарные машины, и очень много техники. Очень хорошо работает трактор Сахатрашнефтегаз «Тетра». Основную работу по большому счету сделал этот трактор. Поработал и вчера уехал вокруг населенного пункта минерализованной зоне проработал эскаватор Сахатрашнефтегаз. И здесь находятся военные, 2 техники БАТ и 5 МТЛБ.
Активно восстанавливают сгоревший микрорайон в селе Беськёль горного района. В настоящее время расчищают территорию. Работают специальные формирования, республиканские предприятия и военные. Расчистку планируют завершить в начале следующей недели. Продолжит Юрий Осипов. Десятки человек и тяжелая техника. Все работают в поте лица, чтобы как можно скорее расчистить территорию для нового микрорайона. Это и специализированные формирования, сотрудники республиканских предприятий и военные. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в селе сообщает, что планируют завершить расчистку уже в начале следующей недели. Всего задействовано 7 самосвалов, 2 Урала. Это сегодня я хочу сказать благодарность войсковой части инженерных войск. Сегодня ребята работают, 20 солдат вышли и сегодня помогают на расчистке. Также задействовано 2 погрузчика, эскаватор и 2 бульдозера. Как только работы по расчистке будут завершены, здесь начнется строительство жилых домов. И совсем скоро на месте пепелища должен быть воздвигнут новый микрорайон. Чтобы не терять времени даром, параллельно уже ведутся работы по планировке территории. Принято решение о скором начале аварийно-восстановительных работ по дорогам. На сегодня уточняется смета этих видов работ. Тем не менее, техника дорожников, газовиков подошла именно для того, чтобы очистить территорию и уже подготовить территорию для начала строительных работ. В будущем микрорайоне будет восстановлена вся инфраструктура. На сегодня электроснабжение села Беськёль осуществляется по временной схеме. Идет обследование высоковольтной линии. Также обследованы газовые сети пострадавшего микрорайона. Как показала экспертиза, подземные трубы не пострадали и необходима замена только газовых стояков. Это поможет сэкономить драгоценное время. После того, как жители определятся с местом строительства, каждому дому будет подведен газ. И после того, как нам администрация даст отмашку и покажет, где будут дома стоять, мы в течение 20 дней газовые отводы все восстановим. Ну и, по всей видимости, несколько многоквартирных домов будет построено на другой территории. Будем заниматься проектированием, ну и по возможности тоже все сделаем, чтобы было оперативно. Чтобы помочь погорельцам, объединилась вся республика. Сейчас уже начаты различные социальные выплаты от правительства Якутии. В стороне также не остались и предприятия, и простые граждане. Каждый помогает, чем может. Как сообщили в администрации горного района, в помощь погорельцам поступают как деньги, так и вещи первой необходимости. Ведь это не беда одного села или даже района. Трагедия нашла отклик в сердце каждого якутянина. Юрий Осипов, Джилусталь Иннокентьев, Георгий Григорьев, Горный район. В 60 километрах от села Маган продолжают тушить лесной пожар. Сегодня на подмогу огнеборцам из столицы направили группировку добровольцев от управ городского округа город Якутск. В настоящее время огонь находится возле реки Кенкеме. Это примерно 50 километров от города. Направлена дополнительная техника. Завтра отправят еще одну группу людей для расширения и расчистки охранной зоны магистральных газопроводов возле села Маган. Подробнее о помощи добровольцев в материале Власия Сергеева. На борьбу с огнем в местность Тура из Якутска выехали 21 человек. Добровольцы управ Якутска усилят группировку из 45 огнеборцев, которая в настоящий момент работает на участке лесного пожара. Мы добровольцев направляем на 3-5 дней, смотрим по их состоянию. Если они работоспособны, то до 5 дней они там у нас находятся. Питание, ночлежка, все организовано. Ребята будут все равно у нас отрабатывать в части окарауливания и продолжения пашки. Сегодня пожар в местности Тура удалось локализовать, однако огонь успел разделиться на 2 ветви и начал движение в сторону местностей Танхай и Бахтах. Весомую лепту в борьбу с огнем продолжает вносить спецтехника. Планируется, что в ближайшее время ее численность на этом участке будет увеличена. Значит, по технике, значит, в настоящее время там та техника, которая есть. Сегодня, по информации, у нас еще один, значит, трактор, значит, еще туда дополнительно, уже он должен быть там на месте, да, соответственно, мы будем уже работать все вместе, то есть там порядка, если я не ошибаюсь, 4 единиц техники в настоящее время работает. И мы, конечно, ожидаем, что изменится либо ветер, либо обстановка, и будет включен, конечно, подключит вертолет. Отметим, местность Тура, где идет борьба с огнем, находится в районе границы городского округа Якутск с Намским и Горным Улусами. Расстояние до села Маган составляет 60 километров.
60 километров – это то расстояние, на котором нужно держать этот огонь, и мы будем находиться до тех пор, чтобы не допустить приближения его к Якутску, потому что рядом есть дачи, дома, угодья людей. Нельзя допустить приближения огня к Якутску. С целью помочь огнеборцам в Магане свою работу начал штаб волонтеров. Активисты на сегодняшний день собрали более 200 тысяч рублей, которые будут потрачены на закупку инвентаря и продуктов. Власий Сергеев, Артем Алексеев, Якутск. В локализации и тушении пожаров помощь оказывают промышленные предприятия. Алданские горнодобывающие компании, помимо людей и техники на местах, выделили средства в помощь огнеборцам Якутии. Так, ПАО «Силикдар» перечислила средства целевому фонду будущих поколений республики для организации помощи в тушении лесных пожаров и ликвидации их последствий. Полюс Алдан, в свою очередь, направил гуманитарную помощь в виде армейских продовольственных наборов. Полюс всегда неравнодушен к Алданскому району, к республике Саха-Якутия, и мы выделяем силы и средства для помощи республике в различных чрезвычайных ситуациях. В данном конкретном случае Полюс по просьбе Максима Викторовича Терещенко, это министр промышленности и геологии, выделил порядка 500 продуктовых армейских наборов для того, чтобы помочь огнеборцам, которые борются с чрезвычайной ситуацией в Якутии. Не остаются в стороне и предприятия, базирующиеся в Нерюнгринском районе. Компания «Якутугаль» для перевозки тракторов на место пожара в село Охотский перевоз Тампонского улуса выделила паром. А группа компаний «Колмар» перечислила денежные пожертвования на счет Центра по работе с волонтерами республики. Кроме того, на территории Нерюнгринского офиса компания организовала пункт сбора вещей и предметов быта для последующей передачи пострадавшим от лесных пожаров жителям Якутии. Также на сегодняшний день руководством компании прорабатывается вопрос о приобретении домокомплектов либо строительных материалов для передачи или, соответственно, возведения в тех районах, где сегодня наши соседи, в тех районах, в которых произошли наиболее весомые разрушения от стихии, остались без крова, для тех людей, которые сегодня размещены в пунктах временного размещения. Еженедельно на тушение лесных пожаров из добровольческого штаба, расположенного в Якутске, направляют несколько десятков якутян. Какую поддержку получают добровольцы? Об этом в материале Дмитрия Тамырова. Независимо от времени суток и дня недели на борьбу с лесными пожарами ежедневно направляются добровольцы-волонтеры в самые горячие точки Якутии. Кто-то сам собирает команду, а кто-то едет по линии регионального оперативного штаба. Сегодня мы выезжаем в Намский улус, населенный пункт село Тастах. Мы молодежь республики, мы как общественники не остались в стороне от той ситуации, которая сейчас столкнулась наша республика. Мы пока сегодня собрали 10 человек, но все члены нашего парламента, они сейчас работают практически во всех районах нашей республики. В целом на сегодня с момента создания центра более 900 человек, как отметили в добровольческом штабе, были направлены на борьбу с лесными пожарами. Конечно, работа очень нелегкая, и на самом деле это именно добровольческий штаб. Добровольческий – это от слова «добрая воля». Помогаем по доброй воле. И, конечно, здесь приветствуются те, кто приходит на безвозмездной основе помогать тушить пожары, помочь Родине с тушением пожаров. Так и есть. Добровольцы работают по собственной инициативе, а многие даже выезжают на борьбу с огнем повторно. Вчера приехали с Горного Улуса, село Орто-Сур. Там были в мобилизационной группе от Министерства Арктики. Вот. Там мы пробыли 3 дня. И вот вчера пришли. Сейчас собираемся с друзьями в Усалдан. Конечно, энтузиазм и подобное единение похвальны, но не каждый может бросить работу и семью и уехать на борьбу с огнем даже при наличии такого желания. Поэтому работа по поддержке самих добровольцев также ведется. Так, общественный добровольческий штаб смог добиться того, чтобы все энтузиасты получали хоть какую-то помощь.
Каждому добровольцу, который через наш штаб выезжает на пожаротушение, будет произведена оплата через ГАО «Якутлесресурс» по факту тушения пожаров после приезда. И этот механизм у нас уже с сегодняшнего дня будет в системе, потому что специалисты с ГАО «Якутлесресурс» будут находиться у нас здесь в штабе и каждому объяснять, как это производится. Также многое зависит от позиции руководства ведомства или предприятия. Так, некоторые руководители для своих сотрудников, кто изъявил желание пойти тушить пожары, сохраняют заработную плату, а кто-то даже оформляет им командировочные. Ведь только так, объединившись и помогая друг другу, мы сможем одолеть огненную стихию. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Аэропорты Якутска, Мирного и районов, где наблюдается сильная задымленность, сегодня и завтра продолжат работать в круглосуточном режиме. Между оперативным штабом при Минтрансе и руководством аэропортов достигнута договоренность. Напомним, из-за смога и плохой видимости аэропорты не принимают и не выпускают рейсы. Скопилось достаточно большое количество пассажиров. На сегодняшний день исчерпан весь гостиничный фонд. Для размещения людей, чьи рейсы отложены, Министерство транспорта договорилось с рядом образовательных учреждений. Пассажиров разместят на базе общежитий. Расписание полетов восстанавливается. Аэропорт Якутска работает по фактической погоде. Метеоусловия меняются каждый час. Так, во второй половине дня было зафиксировано постепенное улучшение видимости. Она достигла 1800 метров. Сегодня ночью будут выполнены несколько рейсов по магистральным маршрутам, а также рейс до Ленька и Полярного. Завтра региональные авиаперевозчики планируют выполнить рейсы до Среднеколымска, Батагая, Сакырыра, Уснеры, Усть-Куйгу и Хону. Пытаемся разгрузить сейчас достаточно большое такое скопление рейсов, пассажиров, и ситуация на самом деле сложная. Тем временем на реке Лени возобновилось движение паромов. Переправа осуществляется караванным составом. Так, по маршруту Якутск-Нижний Бестях работает состав из 5 паромов. В обратном направлении перевозят транспорт 4 парома. Караваны ведут работу с использованием радиолокационной станции под управлением удвоенного командующего состава. Подобный метод организован только на переправе Якутск-Нижний Бестях, но при этом все еще функционируют паромы Кангаласы-Сотинцы и Максагалох-Качикацы. Причем очевидцы в Хангаласском районе сообщают о большом скоплении машин на той переправе. Поэтому на эти паромные причалы направлены с проверками надзорные органы. Также в Минтрансе добавили, что движение маломерных судов и судов малой пассажировместимости пока запрещено. Да, мы уже пробовали буквально с месяц назад, когда только началось задымление, да, видимость была почти там метров 200-300, и мы вот пробовали эту методику каравана, в принципе, очень хорошо себя зарекомендовала, потому что идет головной теплоход, за ним выстраиваются все, допустим, 4-5 единиц в кильватор, то, что видят все друг друга. Допустим, мы выбираем безопасный участок для расхождения со встречным караваном. Это очень безопасно и продуктивно получается. Лесные пожары – это беда, которая коснулась абсолютно каждого. Пока огнеборцы противостоят огненному апокалипсису, жители ближних районов и города Якутска задыхаются от смога. Как обезопасить себя и своих близких, расскажет Полина Долинская. Даже отдаленные от эпицентра районы задыхаются от смога, который не щадит никого. Взрослые, дети, пожилые люди, а также те, кто находится в группе риска, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательных путей. Пока ситуация остается напряженной, все, что остается, это принять меры безопасности и максимально снизить риски. В городе Якутске по вопросам получения рекомендаций для лиц с острыми хроническими заболеваниями органов дыхания необходимо обратиться, позвонив на горячие линии поликлиник по месту жительства или через приложение «Облачная поликлиника». При ухудшении самочувствия позвонить на телефоны 03 103 112. Согласно рекомендациям медиков, на период сильного смога людям с ослабленным здоровьем следует как можно реже бывать на улице.
окна в помещениях держать закрытыми. В жилых и рабочих помещениях задействовать устройства для увлажнения воздуха. Использовать одежду свободного кроя. Снизить физические нагрузки. Употреблять как можно больше жидкости, а при передвижении по открытым пространствам не пренебрегать влажными марлевыми повязками. Помимо этого, организму в борьбе с задымлением существенную помощь может оказать употребление в пищу продуктов, содержащих вещества антиоксиданты. Зеленые овощи, зелень, черника, клубника, смородина, гранат, морская рыба, грецкие орехи, нерафинированное и оливковое масло. Витамины и кисломолочные продукты должны составлять большую часть рациона. В качестве успокоительных и антистрессовых средств специалисты рекомендуют настойки валерианы и пустырника, а также отвары крапивы и ромашки. Как минимум раз в неделю проводите влажную уборку в квартире. Чаще принимайте душ и стирайте одежду, чтобы не приносить домой грязь с улицы. Регулярно промывайте нос и горло соленой морской водой. Побольше пейте чистой воды. Эти рекомендации простые и доступные каждому не защищают на 100%, но даже следуя им, можно значительно облегчить жизнь себе и своим близким. Сейчас к эпидобстановке продолжает расти число новых заражений коронавирусом, ежедневно выявляемых в Якутии. За минувшие сутки заболели еще 148 человек, сообщает Оперштаб. Из них в Якутске 75. Отмечают нарушение режима, согласно которому прибывшие из отпусков при выходе на работу в обязательном порядке должны сдать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию. Устойчиво выявляют новые случаи заражения в Ленском районе. Вновь появилось большое количество заболевших в Мегино-Кангаласском улусе. Что касается вакцинации, то поступило в Якутию с начала кампании 315 тысяч доз вакцины. Первый компонент получили 289 тысяч человек. Использовано более 92% от общего объема препарата. Как проходит вакцинация в организациях, начнут проверять с 15 августа. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, я напоминаю, что с понедельника, с 15 августа 2021 года в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Республике Саха-Якутия будет непосредственно осуществлено, работодатели обязаны будут осуществить отстранение без сохранения заработной платы работников, которые не прошли вакцинацию. Соответственно, и после подобного рода действий относительно работодателей будут совершены проверки, которые проведет Управление Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. И в завершении приятная новость. Российская телевизионная радиовещательная сеть отмечает сегодня 20-летие. В этом году РТРС признан лучшим работодателем отрасли телекоммуникаций страны. Филиал компании в Якутии входит в структуру предприятия с 2003 года. Сегодня в филиале работают порядка 200 человек. Чего удалось добиться за 20 лет работы, расскажет Александр Хавренко. Ровно 20 лет назад, 13 августа 2001 года, президент России подписал указ о создании российской телевизионной и радиовещательной сети. Сегодня по всей стране открыто 78 краевых, республиканских и областных филиалов. Якутский филиал появился в 2003 году. Самый главный итог – это, наверное, все-таки даже мировой масштаб. Мы построили цифровую сеть телерадиовещания в России. Она составляет, просто вдумайтесь, это 5000 станций телерадиопередающих и больше 10 тысяч передатчиков установлено на ней. И мы покрываем практически всю территорию России. В республике это больше 95% населения сможет получать телерадиосигнал из эфира, то есть видеть наши передачи и слушать радио. В Якутии на сегодняшний день функционирует 211 цифровых станций. Из них 199 построены, что называется, с нуля. В планах на ближайшее будущее у РТРС не просто улучшать качество сигнала, но и применять новые технологии в сфере телевидения. Сейчас тестируются проекты, которые позволяют в высоком качестве, HD-качестве, Full HD-качестве транслировать телесигналы. Они уже кое-где тестируются, еще пока не буду говорить итоги, но это развитие. То есть это первый шаг. И второй шаг интересный – это возможность телезрителей путем телевизора и пульта голосовать за какие-нибудь там телепередачи, какие-то рейтинги, участвовать в викторинах. То есть у тебя телевизор становится не просто какой-то экраном с одной связью, да, а получается еще обратная связь. То есть это все новые технологии, и мы будем им следовать. Благодаря РТРС
У Якутска появилась еще одна яркая, во всех смыслах этого слова, достопримечательность. 15 марта 2018 года в столице была запущена подсветка на телевизионной башне. И с тех пор, по праздникам и особым датам, телевышка подсвечивается разноцветными огнями. К юбилею мы подготовили программное обеспечение специальное, мобильное приложение «Башня света». И она создана для того, чтобы людям было проще, удобнее и быстрее заказывать подсветку. То есть они в приложении оплачиваются, прямо через приложение оплачивается эта услуга. Наш оператор на смене видит оплату и запускает буквально через час, либо в более позднее назначенное время эту подсветку. Ну, возможность использовать эту услугу через мобильное приложение появится у людей с 16 августа, то есть с этого понедельника. За 20 лет существования предприятия сделало огромные шаги в развитии отрасли. Благодаря введению цифровых сетей люди даже в отдаленных населенных пунктах, где раньше было 2-3 канала, сегодня могут выбирать и смотреть из 20. У компании большие планы на дальнейшее развитие, но главное – это обеспечить российских телезрителей от Калининграда до дальних якутских деревень качественным телевизионным сигналом. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Помните о безопасности, носите маску, соблюдайте дистанцию в общественных местах. Защищайте себя от едкого дыма. Всего доброго и удачных вам выходных.